Шокинг культура. Добрый день. Мы снова здесь. Со своим билетом в один конец, с потрепанным паспортом и судьбой на вырост. С видом на города, которые себе никак не планировал. Сегодняшняя тема – нация и эмиграция. Я Максим Жбанков, и это Шокинг Культ. Когда меняешь адрес, сперва накрывает тревога. Потом догоняет стресс, а затем приходит вроде как привычка, и ты так и не понял, радоваться этому или нет. Сегодня развинтим миграцию на составные части, чтобы понять, где тут звенит, а где стреляет. Эмиграция становится реальной, когда одна из сторон, ты и страна, начинает читать другую как проблему и болезнь. Не знает, как лечиться, затевает ампутацию вредного контента, добровольную или принудительную, уже не важно. Эмиграция почти как развод. Ампутация эмоциональной зависимости, разрыв приватного контракта на совместимость было и прошло, собирай вещички. Что отличает эмиграцию от обычной мобильности? То, что назад уже не вернуться. Прежнее – дым и пепел, а новое делается уже не там и не так. И еще. Ты выяснил отношения с государством, в котором рос. Будет друг другу больше и интересно. Зачеркнуть бы всю жизнь, да сначала начать. Полететь к ненаглядной пивунье своей. Да вот только узнает ли Родина мать одного из пропащих своих сыновей. Казалось бы, ну что за беда? Миграция существовала всегда, человек, бродяга, ротозей и захватчик. Траблы начались, когда землю распилили на страны. И до смены страны стало важным разрешение державы. Одни должны тебя отпустить, другие принять, если отпустят, если примут. Что толкает людей эмигрировать? Война, нужда и надежда. В поисках работы ищет пути эмиграция экономическая. Жаждой самореализации озабочена эмиграция креативная. Получив клеймо предателя нации и агента иностранных разведок, уходит в отрыв эмиграция политическая. От массового уничтожения спасается эмиграция этническая. Бегут, когда десятилетиями ничего не меняется. Или за 2 дня меняется все. Срываются с мест, когда тормозить уже нельзя. Когда за тобой приходят по фотке в протестном альбоме. А еще, когда твой дом в огне и нет гарантий встретить утро живым. Фабриками эмигрантов обычно становятся токсичные державы, неспособные к эффективному самоуправлению. Полицейские режимы прямого действия. Где счастье рядовых граждан в том, что их не отследили и не привлекли. Впрочем, это легко исправить. Никакой другой фамилии, прозвища, клички? Нет. Снимите очки. Адрес? 1152, Южный Стентон. Род занятий. Профессор социальной истории. Это слишком длинно. Джордж, запиши служащий. Для открытого общества эмиграция – процесс хоть и проблемный, но естественный. Нормально искать работу по душе и страну по росту. Нормально, что люди разные и не похожие. Нормально, что есть перераспределение человеческих, культурных и финансовых ресурсов. Но и нормально, что с этим кто-то не согласен. Все это, в общем-то, не драма. Драма начинается, когда мобильность превращается в угрозу общественному порядку. Тогда страна начинает защищаться от своих мобильных граждан. Заграница нам не друг. Выездной значит залетный, значит не патриот. Бывайте здоров, живите богато, а мы отъезжаем у Злучаны Штаты. Так выброшенные из страны возникают политические изгнанники. Они же иностранные агенты и враги нации.
Так уходят на темную сторону системные функционеры и культурные беженцы, так называемые невозвращенцы. Естественно, с клеймом беглых изменников. Те, кто не вылетел, уходят в тень. Так возникает внутренняя эмиграция. Свои-чужие. Фанаты самоздата, герои подпольного рока, неформатные живописцы и неудобные поэты. Чудилы, безумцы и алканавты. Они живут внутри системы и строят свой личный космос как мусорную инсталляцию из обрезков державного бреда с просроченным билетом до Гамбурга в нагрудном кармане. А что там за текст? Мы сами не понимаем, товарищ Хокерфельд. У нас ведь в школе только русский. Да, слава богу. Эмиграция – не позиция, не знак качества и не алиби. Это вызов и шанс. Чтобы понять, как по-разному она работает, можно взглянуть на 3 ярких кейса. Первый случился в середине 90-х. Приятель приносит пластинку, черно-белая обложка с умеренно волосатым чувачком в водолазке. Это кто, говорю? Ну как же? Данчик, эмигрант. Ладно, слушаем. Нежная акустика, лирический белорусский вокал, будто Песняровский Барткевич прошел прокачку в церковном хоре. Stania w oczy bielej wieży pod ich ruczaja, jednej Tobie należu, Białoruś moja. Зацепил сам подход. Нормальная такая американская сказка для тихой диаспоры, чтобы все зарыдали и никто не обиделся. Второй кейс. Николай Колезин со своим свободным театром в эмиграции из десятых. Боевой культурный активист и грамотный медиа-менеджер, он сумел собрать эффективно действующую машину по производству актуальных смыслов. И научился конвертировать их в резонансные проекты. На выезде Николаю удалось сделать невозможное на родине – стать фигурой международного класса и не расплатиться за это здоровьем и свободой. Помешкання на 30 чоловік, на максимум на 50. Театр абсолютно нікому не відомий ще. І рецензія на гэты спектакль выходит в авторство Тома Стоппарда «Гардиан». Вот когда у тебя за спиной кто-то может тебя вот так поддержать. Да? И так как у нас был свой политический бэкграунд, то мы обратились, и у нас была возможность обратиться к Вацлаву Гавелу, он драматург, как бы он мог поддержать театр. Мы обратились к нему и обратились к Тому Стоппарду. И оба сказали «да». Ну и третий опыт. Пражский житель Макс Щур. Рокмен, литератор, переводчик, буддист, политический беглец конца 90-х. Кажется, что он готов на любую авантюру. Кажется, что ему удается практически все. Кажется, что он никогда этим не доволен. Кажется, что только он способен в синхрон составлять антологию буддизма в чешских переводах и переложить по-белорусски Льюиса Кэрролла. Так о чем я? Какой контекст, такой иммигрант. Мы очень разные. Даже общий когда-то цвет паспорта еще ничего не значит. Я лету тени, я мару по житті. Я веру в лепший свет, что мое надысти. Часто здесь не нял, адмирал да расти, расти. Но в разобщенности частных судеб есть общие моменты. Прежде всего, привязка на местности. В отличие от родной среды, новая чужая. Постоянная проблема. И ты для нее чужой. Тоже проблема. Тут два главных пути. Коммуникация и отчуждение. В первом случае ты готов интегрироваться. Учишь язык, ловишь культурные фишки, читаешь новую жизнь и пробуешь ее сделать своей. Что хорошо? Ты открыто лоялен. Что плохо? Ты обречен быть вторым номером, недоместным. Второй вариант – сдержанное дистанцирование, дизайн этносообщества, обслуга своих по привычным схемам.
наши непохожести сбиваются в банду и становятся диаспорой, кланом братьев по крови с любовью к меткам покинутой родины. Что хорошо? Тут все знакомо. Что плохо? Это клуб пожизненно ностальгирующих – Брайтон-Бич или Чайна-таун. Есть еще, правда, и третья версия. Хореография перемещенных лиц. Сегодня Батуми, завтра Варшава, перманентный транзит. Но к нему труднее всего привыкнуть. Возможно, потому, что это искусство неопределенности. Вместе с очередной волной эмиграции в привычный порядок приходят новые инопланетяне. Вполне способны устроить взрыв в брюссельском аэропорту или мусульманскую пиццерию под названием «Дзен». За иммигрантом нет репутации нескольких поколений, стабильного дохода, кредитной истории и весомой социальной позиции. Что остается? Стараться лучше. Открыть клининг-сервис или издательство, собрать стартап или коллаборацию с местными. Разрыв привычных связей толкает к экспериментам. В итоге выйдет Голливуд. А может, нью-йоркская мафия как карты лягут. Открытое поле возможностей создает новые риски. Тормозить их смешно, не замечать глупо. Хорошая новость в том, что ушел от чужих мудаков. Плохая в том, что чужие мудаки могут оказаться ничем не лучше. Нет, сэр. Я принадлежу Массе Гайлсу, это его земля. Ты дерзишь мне? Нет, сэр. Даже самый глупый знает, по закону любой нигер, подошедший на 10 шагов к лесу, должен иметь разрешение. Я могу принести, сэр. Никуда ты не пойдешь. Либо покажешь разрешение, либо что-нибудь другое. Где лучше всего иммигранту? В стране понаехавших. В зонах динамичного развития с открытыми схемами успеха. Там все равны в своей нестабильности. Где хуже всего иммигранту? Ровно там же. Изнанка динамичности, острая конкуренция и естественный отбор. Белорусское эмигрантство – дискотека чемпионов и лузеров. Часто это одни и те же люди. Травматичная реальность добавила в этот расклад новую модель мигрантства – вынужденных возвращенцев. Выезжаю, но еду назад. Потому что родина, потому что мама, потому что бросить близких нельзя, а вот вывести никак. Потому что надо кому-то в этом болоте идти по тонкому льду и светить вручную, чтобы не было так темно и страшно. Это особая линия жизни и свой отчаянный выбор. А что достанется нам, будущим постэмигрантам? Билет в разрушенную страну, выжившие с уцелевшими и 0 гарантии успеха. Надо уходить отсюда. Он исчез. Споры об эмиграции вечно крутятся вокруг двух вопросов. Куда я без страны и как страна без меня? Имперская поп-культура вбивала в наши стриженные головы, что эмигрант – слабак и дешевка, пропащая душа и абсолютный изменщик. Предатель, променявший русское поле на мартини-драй. Наши авторы ездили за кордон, чтобы разоблачить и заклеймить, и, разумеется, непременно вернуться. Высылка и лишение гражданства уже в первые годы большевизма звучали страшной карой, второй после смертной казни. А тоска изгнанника была непременной составляющей пропагандистского пакета. Сама мысль о том, что можно быть счастливым где-то еще, казалась преступной. Зразумееш тады, чаму звыраю журавли на палесе летят. Все, однако, становится на свои места, если не путать личную самореализацию и социальный порядок. Пора развести реальное болото и ментальный Диснейленд, выездной не приговор, оставшийся не диагноз. Главный долг у каждого только один – перед своим собственным талантом и энергией. Не разменяться,
выдать по полной, красиво и ярко. Выбор локации не принципиален. Страна там, где мы. Это был Максим Жбанков и «Шокинг Культ». Хватит стенать о бегстве умников и вывозе генофонда. Считайте это культурной экспансией. Бай. Шокинг Культур.